الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня на этом уроке я хотел бы с вами поговорить об основе нашей религии, одной из величайших основ. Это сохранять дружественные отношения, сохранять теплые, братские, близкие связи и запрет на разделение, запрет разводиться в том числе, запрет отпрывать и забывать друг друга. И среди тех самых связей, которые нас связывают друг с другом, мусульман, верующих, это множество различных связей. Связь мужа и жены, связь братьев, друзей, знакомых, близких, и в том числе очень большая связь, которая нас связывает, это наши родственные отношения. Это когда человек не просто друг с другом близок, знаком, имеет какие-то общие интересы, это когда он еще и связан с ним по крови. И поэтому, уважаемые братья, сегодня, к сожалению, тенденция такова, что все потихоньку люди, они, все мельчают и мельчают. И если раньше люди жили в большом обществе, когда было много знакомых, друзей, был большой круг общения, то на сегодня это все меньше и меньше. Особенно в больших городах. Особенно в городах. И, к сожалению, существует идет такая тенденция к возрастанию, что чем дальше мы идем по времени, тем чаще мы забываем о наших родственниках. Если, допустим, вспомнить про наших бабушек, про наших дедушек, как они жили в молодости, как они жили уже во взрослом возрасте, они всегда друг друга знали, поддерживали, разговаривали, хотя в их время не было ни телефонов сотовых, которые у нас есть, не было интернета, не было ватсапов, телеграммов и так далее. Несмотря на это, они всегда старались друг с другом поддерживать отношения. Этот двоюродный, этот троюродный. И даже, допустим, что удивительно, у бабушек, у дедушек спросишь, а он тебе могут рассказать свою родословную, и прямо четырехюродные, пятероюродные, может рассказать всех, братьев, сестер, своих бабушек, прабабушек и так далее. Знает свой круг. Но чем мы дальше живем от этого периода, тем больше мы их забываем. И тем меньше у нас становится общение. И более того, у нас сегодня, альхамдулилля, намного больше причин поддержать родственные отношения, но мы сегодня намного холоднее, чем раньше. И намного забывчивее, чем мы были до этого. И поэтому хочу сделать напоминание самому себе в первую очередь, а затем и всем вам относительно поддержания родственных связей, укрепления родственных нитей. Аллах Всевышний в Коране во многих аятах призывает нас поддерживать родственные связи. Аллах сказал в суре Ниса, в 36-м аяте, «Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шай'a». И поклоняйтесь Всевышнему Аллаху, и не предавайте Ему сотоварищей. «Ва бил валидейни ихсана». И проявляйте благочестие к родителям. То есть, Аллах упоминает нам самые важные вещи нашей жизни. Самое важное – это поклоняться лишь одному Аллаху, суть, смысл всей жизни человечества, поклоняться Аллаху и не предавать Ему сотоварищей. Далее, благочестие к родителям. Кто может отрицать то, что это не важно? Наоборот, это одно из самых важных поклонений. И после этого Аллах Всевышний упоминает «Вабидил курба». А также будь благочестив к кому? К родственникам. А также к нуждающимся, масакин, и тем соседям, которые живут рядом с вами, которые являются вам родственниками. Таким образом, Аллах Всевышний этими аятами задает приоритеты.
То есть, любое упоминание Всевышнего, любое, как сказать, порядок, расставление, даже буквы, все это указывает на дополнительную мудрость, которую мы добавляем к тем смыслам, которые есть в аяте. И поэтому родственные отношения это не просто так. Родственные отношения это не просто вот, что мне сегодня поделать, да, галочку поставил, там, туда сходил, в магазин сходил, это сделал, там с родственником там нужно встретиться, поговорить, да. Это не просто такие вот какие-то ежедневные эти, да. Это, во-первых, поклонение, гайбадат. Почему гайбадат? Потому что Аллах сам призвал и сказал, будьте благочестивы к родственникам после родителей, да. И это также является не просто гайбадатом, а среди гайбадатов даже выделяется. И Всевышний Аллах это обособил. Также Аллах Всевышний в другом аяте сказал: «Ваттаку Аллаха аллази тасаалуна бихи валь архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба». Вот вы, говорит, верующие, упоминайте имя Аллаха друг с другом, когда у вас происходят проблемы. То есть мы иногда прибегаем к клятве, чтобы доказать свою правдивость. Так ведь? Клянемся именем Аллаха. И упоминаем Всевышнего. И говорим, заклинаем Всевышним. Побойся Аллаха, мы говорим. Да? То есть Аллах Тааля говорит, упоминайте между собой имя Аллаха. Валь архам. А также вот то, что вы среди своих родственников, да, страшитесь Всевышнего Аллаха нарушать и порвать эти родственные нити, эти родственные узы. И поэтому Аллах Всевышний заклинает нас, говорит, бойтесь Аллаха. Не просто так, да? Бойтесь Аллаха, также и порывать именем Аллаха, да, родственные отношения. Поэтому Аллах Всевышний говорит, вот вы именем Аллаха просите друг от друга, поэтому бойтесь гнева Аллаха, а также бойтесь нарушения или порывания родственных связей, ведь Аллах наблюдает за вами. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорил про родственные отношения, он говорил, кто верует в Аллаха и в судный день, то пусть поддерживает родственные нити. Пусть поддерживает родственные нити. И вот тут тоже, да, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, верует в Аллаха и пусть делает то-то, это, как сказать, это одна степень приказа пророка. А когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к этому еще добавляет еще тот, кто верует в Аллаха и в судный день, это говорит уже то, что этот приказ, он не просто приказ, он еще более приоритетный приказ. Поэтому вот эти вот оговорки пророка, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть относится благочестиво к своим гостям, да? Тот, кто верует в Аллаха и в судный день, или же та женщина, которая верует в Аллаха и в судный день, пусть не выходит в сафар без махрама, длина сафара которого там день, или в другом хадисе говорится 3 дня, да? То есть вот эти упоминания говорят то, что продолжение этого слова, кто верует в Аллаха и в судный день, значит, вот окончание этого предложения, это не просто слова. И не просто приказ, это приоритетный приказ от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, уважаемые братья, это говорит нам о том, чтобы мы чтили родственные отношения. И особенно в то время, когда люди не задумываются об этом. И еще более особеннее тогда, когда с тобой порывают. Когда к тебе плохо относятся. Когда тебя начинают в чем-то обвинять без на то причины. Да? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, когда ему один сподвижник пришел и сказал, я, говорит, хочу поддерживать отношения. Но они, говорит, со мной порывают, родственники. Они сами со мной ссорятся, ругаются и так далее, да, не хотят со мной общаться. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лейса аль-василу биль-мукафи». Поддерживающий родственные отношения – это не тот, который отвечает на добро добром. Потому что это легко делать, это каждый будет. Тебе улыбнулись, ты улыбнулся. Тебе дали там, допустим, там какой-нибудь куштайнеш, гостиниц, там подарок, ты им дал, да? Это легко. Но самое большое мужество, сила, когда нужна? Когда ты знаешь, что они не правы, когда ты знаешь, что они делают тебе зулем каким-либо образом, или же говорят про тебя что-то там и так далее, да? Но из-за того, что это родственные какие-то отношения, я обязан к ним относиться
добрым способом, добрым образом. Хотя бы улыбаться, да? Понятное дело, то, что никто не просит теперь, как сказать, после таких злодеяний какого-либо родственника, чтобы ты, допустим, там, да, висел у него на шее, брат там и так далее. Нет, конечно же, в таких случаях, когда делают зулем, то этот зулем необходимо каким-либо образом остановить. Но с твоей стороны родственные отношения не должны пресекаться. Не должны. Ты должен выявлять или же ты должен делать тот необходимый минимум, который требуется от тебя. Даже если к тебе будут относиться плохо. Потому что в итоге, да, Аллах Всевышний наградит тебя за это. Во-первых, наградит тебя. И иншаллах, сделает тебя причиной того, что другая сторона, к которым ты относишься, проявляешь сабр и относишься должным образом, быть может, они исправятся. Быть может, они исправятся. Поэтому, уважаемые братья, родственные отношения поддержать, это требует усилий. Это нелегко. Да? Иногда где-то нужно выступать самому, первый шаг делать самому. Да? Иногда причины нужно создавать самому. А то у нас, к сожалению, получается так. Мы в детстве растем, все вместе друзья, братья, там, да, с одной тарелки суп едим, допустим, там, вместе гуляем, вместе играем, да. Как только чуть-чуть выросли, у этого семья, у другого семья, у третьего там это, да, своя жизнь, все, как бы друг другу не вспоминают. И когда говорят, ну а что ты как бы не разговариваешь, не общаешься, не звонишь, каким-либо образом не поддерживаешь отношения, а что, они же сами не звонят, они же мне не пишут, они же вот этот, да. То есть, вот так говорить очень легко. Так отмазываться, так говорить то, что как бы, что я поделаю, да, я не буду за каждым бегать, как многие говорят, да, хотя это является, по сути, такими маленькими отголосками высокомерия. Да кто они такие, чтобы я за ними ходил, там и так далее, да я занятой, там и так далее. Это как бы в нем есть запашок маленький от высокомерия. Но поддерживать родственные отношения, там нужна действительно сила, действительно нужно мужество. И более того, это не просто поклонение, не просто гайбадат, не просто ты будешь получать за это аджр в ахирате, иншаллах, ты еще и в этом мире будешь начать получать пользу от поддержания родственных связей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто желает, чтобы его удел, имущество было увеличено, а чтобы его жизнь была длинной, пусть поддерживает родственные отношения. И этим самым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он обрадовал тех, которые стараются поддерживать ради довольства Всевышнего Аллаха. И, как я уже вам сказал, поддержание родственных отношений является айбадатом. И если, совершая этот гайбадат, у человека одна лишь цель будет подольше прожить и получить побольше денег, то никакой пользы от этого он не получит. Почему? Потому что все, что он это совершает, да, это будет тщетно. За это Аллах Всевышний не воздаст ему ничего. Почему? Потому что этот гайбадат, родственные отношения поддержать, да, оно было совершено без искренности. А без искренности ни одно поклонение не будет принято. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, приводит нам в хадисе слова Всевышнего, где Аллах сказал: тот, кто совершит какое-либо дело, предавая в нем мне сотоварищей, то есть в его намерении будет не ради Аллаха, а ради чего-то другого, или же вообще показуха там и так далее, да, я оставлю и его самого, и оставлю это его дело. И поэтому в этом случае, когда только лишь материальная выгода, от этого пользы никакой, и награды будет никакой. Но если же в первую очередь он будет это делать ради Аллаха, а затем подобные хадисы будут его радовать, иншаллах, то в этом случае, иншаллах, никаких проблем в этом нету. И более того, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его удел будет увеличен, а его жизнь будет продлена. Также, уважаемые братья, Аллах Всевышний предостерегает нас от порывания родственных связей. От порывания родственных связей. И, как сказал Аллах в Коране, да,
Аллах сказал: «Фахаль асейтум ин таваллейтум ан туфсиду фил арды ва туқатти'у архамакум». Если же вы отречетесь от своей веры, и если же вы отречетесь от своей веры, то вы станете распространять на земле нечестие и порвете со своими родственными связями. Таким образом, Аллах Тааля предостерегает нас. Вот что происходит, да, это не просто так. Порывание родственных связей. Когда распространяется нечестие, причиной этому, что мы оставляем религию, оставляем положение религии, или же проявляем слабость в поклонении. Вот это вот является причинно-следственной связью. И поэтому вот каждый из нас должен задаться себе вопросом, да, если вот у меня проявляется вот подобная вещь, подобная слабость, то что я со своими родственниками не так близок, или же хотя бы даже не могу проявить банального радушия, улыбнуться не могу, поговорить не могу, саляму алейкум, ничего халяры, как дела у вас там и так далее, да? Это разве многого от нас требует? Если даже этого не могу сделать, значит проблема в религии, как сказал пророк Мухаммад, как сказал Аллах Всевышний в Коране, значит есть большие вопросы к твоей вере. Поэтому пусть Всевышний Аллах укрепит нашу веру. Пусть Всевышний Аллах сделает нас сплоченными в этом мире и в ахирате. И пусть Всевышний Аллах наставит нас, наших близких, наших родственников на путь истины. И пусть Всевышний Аллах соберет нас вместе в райских садах. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.